Коми республиканская клиническая больница вновь принимает профильных пациентов. Больше 9 месяцев. Главное лечебное учреждение региона работало как ковидный госпиталь. Сегодня в приемном покое идет оформление плановых пациентов. Впрочем, еще не все отделения заработали в полную силу. Виктория Палкина продолжит. Очень долго ждали. Очень хотелось прийти уже в свой коллектив, работать в своем ортопедическом русле, потому что все-таки мы уже профессионально занимаемся этим, и нам эта работа ближе. Оформить пациента, проводить его в палату, дождаться обхода врача. Казалось бы, обычные рабочие будни. Но именно эти моменты сегодня вызывают улыбку у сотрудников ортопедического отделения. Врачи обзванивали пациентов лично. Сегодня здесь те, кому помощь лучших ортопедов региона нужна срочно. Довольно большой перечень операций, в том числе высокотехнологичных, выполняется только на базе нашего отделения. Соответственно, когда отделение было закрыто или работало как ковидное, эти виды помощи в Республике Коми не оказывались, и пациенты были вынуждены уезжать в другие регионы. За время пандемии Коми республиканская клиническая больница дважды меняла свой статус на ковидный госпиталь. В июне 2021-го стационар вновь стал большой красной зоной. За это время лечение здесь получили больше 13 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Впрочем, оказывали им и специализированную помощь. У нас доходило здесь до почти 1000 пациентов в госпитале. И, конечно, сопутствующая патология была у этих пациентов. Наши врачи, узкие специалисты, консультируя этих врачей, если была необходимость, оперировали и в верхней операционной открыто. И мы эндоваскулярно здесь оперировали и малоинвазивно. Но это были, конечно, единичные случаи. Правда, пока больница будет работать с определенными ограничениями. Один томограф так и остался за коронавирусными больными. Вход в эту зону огражден. Разделили и потоки основных пациентов. Плановые больные, мы их проверяем. Они должны приходить к нам с готовыми анализами, в том числе ПЦР-анализ не ранее, чем 3 дня. А сейчас мы их принимаем и перепроверяем у себя экспресс-методом ЭХА. А экстренные больные, которые доставляются с скорой помощью, принимаются через другой приемный покой, чтобы не было пересечения этих пациентов никакого. И в палатах госпитализируются они отдельно. А вот в реанимации сосудистого центра пока пусто. Здесь пациентов ждут только 1 апреля. Готовы 12 коек. Обновили противопролежневые матрасы. Закупили все необходимые медикаменты. И врачи, и медсестры очень надеются, что продолжат работу в привычном режиме, без экстренных решений вновь перевести самый большой стационар региона в ковидный госпиталь. Но пока официально никто никаких прогнозов не делает. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган.